Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире информационная программа «Время». В студии Маульда Бубушоева мы начинаем наш выпуск с главных новостей этого дня. 20 декабря президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в городе Токио, Япония, принял участие, выступил в саммите диалога Центральная Азия-Япония. Президент нашей страны, уважаемый Эмомали Рахмон, выразил признательность правительству Японии за поддержку в реализации проектов в сферах экономики, инфраструктуры, транспорта, энергетики, сельского хозяйства, экологии, здравоохранения, образования и санитарии. 20 декабря президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в городе Токио, Японии, принял участие и выступил в саммите диалога «Центральная Азия плюс Япония». Президент нашей страны, уважаемый Эмомали Рахмон, выразил признательность правительству Японии за поддержку в реализации проектов в сферах экономики, инфраструктуры, транспорта, энергетики, сельского хозяйства, экологии, здравоохранения, образования и санитарии. С учетом ключевой важности зеленой экономики для достижения целей устойчивого развития, уважаемый Эмомали Рахмон поддержал привлечение инвестиций и технологий Японии для реализации стратегии стран региона в сферу зеленой энергетики, в частности освоения гидроэнергетических мощностей, а также в реальную отрасль экономики Таджикистана. Было отмечено, что в этом направлении в нашей стране активно проводится политика перехода к зеленой промышленности, а также использование инновационных и экологически чистых технологий в ключевых отраслях промышленности. Было подчеркнуто, что в условиях новых экономических реалий все промышленные отношения и взаимное сотрудничество предпринимательских структур, несомненно, должны быть направлены на дальнейшее развитие и обеспечение экономической стабильности наших государств. Был высоко оценен вклад Японии в реализацию малых и средних проектов в нашей стране. Также было названо важным участие Японии в реализации в Таджикистане крупномасштабных проектов как национального, так и регионального значения. Уважаемый Эмомали Рахмон назвал относительно приоритетными сферы гидроэнергетики, горнодобывающей, легкой и пищевой промышленности, автомобилестроения и металлургии. Глава нашего государства, уважаемый Эмомали Рахмон, с учетом огромных природных ресурсов, выразил готовность Таджикистана к широкому сотрудничеству со своими японскими партнерами в деле их добычи и переработки. Было уделено соответствующее внимание вопросам изменения климата, наводнения, засухи, пыльной бури, проливных дождей, разрушения экосистем. Мы хорошо осознаем, насколько важны сохранение водных источников как первоосновные для продовольственной безопасности, энергетики и устойчивого развития, отметил президент нашей страны, уважаемый Эмомали Рахмон. В этом контексте было отмечено, что наша страна лидирует в продвижении водной дипломатии. Уважаемый Эмомали Рахмон призвал все заинтересованные страны принять активное участие в работе международной конференции высокого уровня в рамках водного процесса Душанбе, которая состоится в мае 2026 года. Уважаемый Эмомали Рахмон отметил, мы заинтересованы в сотрудничестве в различных сферах сохранения биоразнообразия, переработки отходов и адаптации к изменению климата. Было отмечено, что наша страна проявляет особый интерес к цифровой технологии и искусственному интеллекту, поскольку эти сферы открывают новые горизонты для проведения научных исследований, контроля над окружающей средой и улучшения управления ресурсами. Относительно инициатив нашей страны по принятию специальной резолюции Организации Объединенных Наций под названием «Роль искусственного интеллекта в создании новых возможностей к устойчивому развитию в Центральной Азии» была признана надлежащая поддержка Японии и других стран-партнеров. Президент нашей страны, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что Таджикистан, как страна, окруженная сушей, проявляет особый интерес к развитию логистики и транспортной коммуникации. Также было отмечено, что совершенствование инфраструктуры автомобильных и железных дорог, расширение воздушных связей и внедрение логистических цифровых намерений – все это создает в регионе благоприятные возможности для развития торговли, инвестиций и экономики. Было предложено для развития транзитных перевозок грузов и в пограничных регионах с севера и юга страны построить и логистические центры, и агрологистические комплексы. Уважаемый Эмомали Рахмон назвал Японию надежным партнером Таджикистана в обучении и воспитании кадров посредством программ JICA и грантов JDS. Для расширения плодотворного сотрудничества с Японией был определен и предложен ряд направлений, в частности, повышение профессионального уровня специалистов, обучение и воспитание технических кадров
кадров в сфере промышленности и внедрения зеленых технологий, создание научно-исследовательских лабораторий по гидроэнергетике, устойчивое сельское хозяйство и управление природными стихиями. В завершение выступления президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, отметил, что все предложения, представленные на этом мероприятии, отображают наше стремление к миру, стабильности, взаимоуважению и устойчивому развитию. 20 декабря в Токио прошел бизнес-форум «Центральная Азия. Япония». В работе бизнес-форума приняли участие президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, премьер-министр Японии и другие главы государств Центральной Азии. Целью проведения мероприятия является дальнейшее укрепление экономических, торговых и инвестиционных отношений между странами Центральной Азии и Японией, особенно с акцентом на области зеленого развития и устойчивого развития, цифровизации, финансов, человеческого потенциала и развития социальных систем для бизнеса. В завершении форума премьер-министр Японии Санае Такаити выступила с речью и поприветствовала глав государств и деловых кругов стран. По итогам работы бизнес-форума «Центральная Азия. Япония» подписаны новые документы о сотрудничестве. 20 декабря президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в городе Токио провел встречу с премьер-министром Японии госпожой Санае Такаити. В ходе встречи рассмотрен широкий круг вопросов сотрудничества между Таджикистаном и Японией. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, выразил признательность госпоже Санае Такаити за теплый прием и высокий уровень организации саммита диалога «Центральная Азия-Япония». Стороны обсудили взаимодействие двух государств, уделив особое внимание деятельности межправительственной комиссии, развитию межпарламентского диалога и эффективной работе межпарламентской группы дружбы. К числу важных тем встречи были отнесены развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализация социально-экономических и инфраструктурных проектов в Таджикистане. Состоялся обмен мнениями по вопросам привлечения японских инвестиций, технологий, льготных кредитов, а также участия передовых японских компаний в создании совместных промышленных предприятий в сферах электроники, автомобильного транспорта, фармацевтики, переработки полезных ископаемых и сельского хозяйства. Было предложено принять программу торгово-экономического сотрудничества на ближайшие 3 года, 2026-2028 годы. Особое внимание было уделено сотрудничеству в сфере цифровой экономики и искусственного интеллекта. Необходимым было признано привлечение японских компаний к освоению месторождений, а также создание совместных предприятий в сферах переработки хлопка, коконов, шелкопряда, овощей и фруктов, а также лекарственных растений. В завершении беседы президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, пригласил премьер-министра Японии посетить Таджикистан с официальным визитом. Молодежь и спорт как движущая сила созидания. В Душанбе прошло мероприятие по разъяснению стратегических задач, озвученных в послании президента страны Эмомали Рахмона Маджлиси Оли. В стенах Национального музея молодежные лидеры и профессиональные спортсмены обсудили свой вклад в развитие столицы и укрепление национального единства. Подробности в нашем материале. В различных структурах и ведомствах столицы продолжается серия мероприятий по разъяснению основных положений послания президента Республики Таджикистан. Очередная встреча, организованная по инициативе Управления по делам молодежи и спорта города Душанбе, состоялась в государственном учреждении Национальный музей. Собрание объединило под одной крышей успешных спортсменов, активную молодежь, студентов, а также представителей государственных органов и средств массовой информации. Мероприятие прошло под девизом «Мы готовы к расширению работ по благоустройству и созиданию, укреплению национального самосознания». В ходе выступлений было подчеркнуто, что послание лидера нации Маджлиси Оли является важнейшим политическим и стратегическим документом, определяющим вектор развития страны. Для молодежи, как главной движущей силы общества, этот документ накладывает особую ответственность за сохранение национального единства, укрепление патриотизма и защиту национальных ценностей. Представители спортивного сообщества и молодежные лидеры выразили готовность следовать созидательному курсу главы государства,
Было отмечено, что своими научными достижениями и победами на международных аренах молодежь столицы вносит весомый вклад в устойчивое развитие Душанбе и укрепление авторитета Таджикистана на мировой арене. Символичным стал и выбор места проведения форума. В рамках мероприятия участники ознакомились с экспозициями Национального музея, отражающими древнюю историю, богатую культуру и славные этапы становления таджикского народа. По мнению организаторов, погружение в историческое наследие страны способствует укреплению чувства национального самопознания и гордости за свою родину у подрастающего поколения. В зале управления культуры города Душанбе состоялись яркие запоминающиеся городские конкурсы «Хамса-район» и «Расоми Навраз». Эти мероприятия были организованы в честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан, а также в рамках выполнения пункта 19 рабочей программы управления культуры исполнительного органа государственной власти города Душанбе на 2025 год, утвержденной 27 декабря 2024 года. Мои коллеги побывали на творческих состязаниях и более подробно расскажут о нем в своем репортаже. Целью городских конкурсов стало развитие творческих талантов, повышение художественного и музыкального вкуса, а также поддержка молодежи и творческих коллективов. В ходе мероприятия участники смогли продемонстрировать свои способности и креативность в дружеской и вдохновляющей атмосфере. Конкурс «Хамса-район» проходил в нескольких номинациях, а вот юный художник был разделен на две возрастные группы, охватывающие направления изобразительного искусства. Оба конкурса привлекли внимание представителей сферы культуры, которые отметили важность подобных мероприятий для развития эстетического восприятия и совершенствования творческих навыков среди молодежи и семейных пар. После торжественной части конкурсы стартовали. Одним из наиболее интересных разделов мероприятия стал конкурс семейных пар, в котором участвовали группы хорового пения. Участники продемонстрировали высокий уровень согласованности, вокального исполнения и сценической культуры. Члены жюри внимательно ознакомились с представленными произведениями, оценив каждую работу по достоинству. Особое внимание было уделено содержанию, стилю исполнения, цветовой гамме и творческой идее участников. В рамках конкурса юных художников участники также представили свои художественные работы, которые отражали их восприятие мира, воображение и мастерство через цвет и изображение. Работы охватывали различные темы и свидетельствовали о высоком уровне творческой подготовки молодежи. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу. Будьте здоровы, до новых встреч!